столице Коми зажгли главную елку республики. Предшествовал торжественному событию сказочный карнавал. На время улица Коммунистическая превратилась в этакий волшебный Бродвей. Представители различных образовательных учреждений Сыктывкара, облачившись в костюмы различных персонажей из русской классики, прошли от Театральной до Стефановской площади. Там их ждали главные зрители – десятки малышей и их родители. Интересно, что от традиционного парада Дедов Морозов в этом году решили отказаться в пользу шествия сказочных героев. Таким форматом организаторы поставили своеобразную точку в выходящем годе литературы. Тем временем в Сыктывкаре заработали елочные базары. Новогодними деревьями торгуют сразу на нескольких площадках города. Цены на главный атрибут Нового года вновь подросли, однако покупателей от этого меньше не стало. В этом убедилась Таисия Шляхтина. Самый большой елочный базар в Сыктывкаре традиционно расположился рядом с центральным бассейном. Новогодние красавицы здесь самых разных размеров. Высота доходит до 3 метров. Правда, и стоимость соответствующая. Маленькие елочки от 300 рублей, полутораметровые 600-800. С прошлого года цены подросли в среднем процентов на 20-30. В прошлом году я за 200 брал, а сегодня за 600. Почему живую елку ставите? Потому что Новый год связан с живой елкой, а не с мертвой. Поэтому и ставлю живую. Возмущаются, но берут, признаются хозяева торговых точек. Продавец со стажем Таисия Каливатова уверена, любителей праздничной атмосферы меньше не стало. К тому же у них на главном елочном базаре только свежие деревья. Везут их из Кайгородского района. Вчера вырубили елочки, везут сразу ночью, и мы продаем все свеженькие. У нас сруб свежий, елочки свежие. На Новый год очень приятно купить свежую елочку, чем поставить китайскую. Это, во-первых, традиция, это раз. Вот. Свежий воздух, то есть вот тут запах, самое главное запах новогодний. Вот. Ну и полезность она хорошую дает. Если елка стоит дома, это чистится воздух. Кайгородские, Прилузские, Сыктывдинские. Елки в Сыктывкар привезли из разных районов Коми. Хотя на торговой точке рядом с вокзалом деревья из Архангельской области. По словам продавца, поездка в другой регион себя оправдывает. Пока, конечно, покупателей не очень много, но ажиотаж обычно появляется в последний момент. Позапрошлом году продавал, в том году не продавал. В этом году очень, люди покупают, интересуются, подходят, ближе к Новому году стараются, цены спрашивают, интересуются. Здесь ассортимент, пожалуй, самый широкий. Помимо обычных елок, ветки пихты, сосны и даже лавровые букеты. Новинка этого сезона вот такая икебана из сосновых веток. Год обезьяны, говорят, особенно актуально. Правда, и стоит недешево – 500 рублей штука. Однако цена на спросе никак не отразилась. Разбирают маленькие деревья моментально. Продавцы говорят, при вырубке на делянках всегда остается много веток. Недавно кому-то пришла идея дать им вторую жизнь. Стоят такие сосновые пальмы долго, а много места не занимают. В остальном же фавориты традиционные ели. Тем, кому целую елку поставить некуда, а праздничный аромат в доме хочется почувствовать, предлагают приобрести лапники. Их, кстати, и украшать не нужно. Продаются ветки вместе с шишками. Таисия Шляхтина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.